Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. У нас в Якутии уже никого не удивишь модными словами акселератор, инновации, креативное мышление, стартапы, потому что для нас, жителей IT-столицы Дальнего Востока, все это в порядке вещей. Тем более, что все располагает для того, чтобы создавать инновационные продукты. Математический склад ума, креативное мышление и большое желание придумывать нечто новое. Бонусом ко всему этому наши суровые климатические условия, длинная зима, которая помогает оставаться дольше дома и в офисе. И сегодня у меня в гостях девушка, которая не побоялась отправиться в Якутию в декабре из Нью-Йорка. Партнер старта Ventures и директор старта Акселератор Нью-Йорк Анастасия Лыкова. При этом здравствуйте, Настя. Здравствуйте, да, очень приятно. Это первый ваш визит в Якутию? Да, мой первый раз в Якутске, первый раз визит в Якутию, надеюсь, что не последний. Вот, да. И прям сразу зимой, поэтому не могу без традиционного вопроса, как вам Ну, знаете, зима? когда-то давно в школе мы учили про резко-континентальный климат, вот, и я думаю, что я в него попала, и он прям резко-континентальный, даже здесь уже каждый день, потому что ты заходишь в здание, очень жарко, потом ты выходишь на улицу, очень холодно, и я пока еще до сих пор не совсем понимаю, как одеваться, вот, но в целом зато воздух очень свежий, на самом деле даже заряжает, как-то бодрит, вот, и в принципе, если не очень прям долго на улице, то вполне нормально. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив по телефону в студию 841 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 0502. Настя, ну я, насколько знаю, вы давно и плотно работаете с венчурной компанией «Якутия». Вот расскажите, с какой миссией вы приехали в Якутск. Я знаю, что вот вчера у вас был демо-день работы. Вот, наши там коллеги работали, снимали сюжет, но вы все равно расскажите, что... Да. Да, расскажу, как там, конечно. что Ну да, прошло? мы примерно уже около 3 лет, или даже, наверное, больше сотрудничаем с Якутия Ventures, вот с вечерной компанией якутской. И, ну, изначально, как бы, мы очень хотели помочь якутским стартапам, то есть, как бы, выйти на рынок США, повторить успех вот уже известных якутских компаний, таких как InDriver и Метона. Вот, и начали сотрудничество, на самом деле, уже у нас был с ними отбор проектов около 3 лет назад. Мы выбрали 2 стартапа, потом, к сожалению, из-за пандемии не у всех получилось доехать, но сейчас мы, как бы, все равно их ждем. И вот в рамках, как бы, нашего сотрудничества мы сейчас запустили такой новый проект, который называется «Старта Якутия Bootcamp», где мы выбрали 5 проектов на наш такой короткий 6-недельный курс, где мы их подготавливаем уже к приезду в наш акселератор. И вот на протяжении 6 недель прошедших стартапы работали с нашими коучами, менторами, это все было в режиме онлайн. И мы выбрали вот 3 проекта сейчас на Домодне, которые мы хотим пригласить, уже пригласили весной в Нью-Йорк. То есть сейчас будем помогать им оформить там документы необходимые, что нужно сделать, и надеемся увидеть их весной. Ой, круто. А что это за проекты? 3 проекта, да, то есть там у нас есть Арвис, Джера, то есть про проект дополненной реальности, один из проектов дополненной реальности. Потом у нас есть проект Тутум, который, я не знаю, если кто-то уже, может быть, слышал здесь про него. То есть для нас это очень колоритный проект, это такой фитнес-девайс, который традиционно якутский. Вот. И, соответственно, ребята очень круто там выстроили модель, то есть уже сделали приложение, мы их будем ждать и надеемся, что они популяризируются тоже в США. Это для фитнеса, здорового образа жизни, да? Да, да, там такой прям альтернатива для кроссфита, но она очень такая, ну, как девайс очень компактный, его можно взять с собой куда угодно, вот, и, в принципе, я думаю, что там даже больше не в самом девайсе, а вот именно как бы в упражнениях, да, вот в подготовке, в методологии, то есть это может быть такая большая тема, на самом деле, вот как кроссфит сейчас тоже начинался с, ну, практически ни с чего, и сейчас это очень популярно. И третий проект? И третий проект, так, сейчас у нас Джеру я назвала, да, и у нас еще проект Арвис. И проект Арвис, сейчас скажу. Просто столько проектов сейчас. Сейчас он ко мне вернется, я расскажу. Хорошо, ну сколько вы вообще всего посмотрели? Всего 5 проектов у нас было, то есть мы отбирали из 5 проектов. Из 5 отобрали 3? Отобрали 3, да. А как вообще вы оценили бы уровень вот наших IT-специалистов?
Ну, хороший уровень, на самом деле. То есть, мне кажется, что вот, как вы говорили вначале, когда делали представление, на самом деле очень важно как бы понимать, что вот такие вот более суровые условия, да, они очень сильно мотивируют, на самом деле. То есть люди на месте не сидят, чего-то делают. И вот те, на самом деле, я просто тоже была там в разных регионах России, вот даже просто уровень организации, которая была, вот уровень специалистов, он, ну, очень хороший. Вот даже на самом деле можно судить по уровню английского людей, потому что практически все здесь очень хорошо говорят, ну, по крайней мере, из IT-сферы. Но из этого же можно полагать, что они, значит, как бы общаются с иностранными специалистами, да, читают какую-то топовую литературу, которая еще может быть не переведенная. И это действительно как бы показывает, что уровень вот прям, ну, выше, чем везде по России. Есть, конечно, к чему стремиться, как везде, вот, но в целом очень круто. Может быть, какие-то советы вы могли бы дать тем, кто хочет развиваться в этой сфере? Советы какие? Советы не бояться. Как бы многие подходят, спрашивают, типа, как сделать свой стартап. Вот. Ну, тут как бы вопрос такой, как бы, очень простой ответ на этот вопрос, надо просто делать. И нужно не бояться просто как бы фейлить, да, то есть падать, вставать заново, делать еще раз, не бояться каких-то вот неудач, потому что на самом деле надо понимать, что вот в Америке, например, есть такая вообще культура фейла, и даже есть конференции, там большие мероприятия, где люди приходят, и все делятся вот с вами самыми ужасными вообще экспириенсами, то есть что у них не получилось, какие-то самые большие вот такие провалы в их жизни, и все люди как бы слушают, и как бы воспринимается это больше как вот именно я чему-то научился, то есть я чего-то вот сделал, чему-то добился, и это воспринимается очень позитивно. И даже для многих инвесторов, когда у проекта есть фаундер, у которого были неуспешные проекты до этого, это очень хороший знак. То есть как бы мы к этому относимся очень положительно, потому что понимаем, что человек мало того, что он чему-то уже научился, и он уже прошел сейчас тут провал, он как бы заново что-то начинает делать, то есть показывает, что есть tenacity, что он вот он будет дальше идти. Поэтому я посоветовала бы, ну, действительно просто начинать, пробовать себя в разных как бы вот фокусах, да, потому что в стартапе, на самом деле, особенно на ранних стадиях, все делают все, и всегда есть возможность себя найти. Ну, самое главное, в общем, не бояться провалов, да? Ну, да, конечно. Потому что вот для нас, вот, у нас такая особенность менталитета, да, что, в принципе, мы, не то что мы боимся провалов, да, но мы привыкли все делать прямо от и до, и отчасти это тоже объясняется климатом, потому что ты в минус 50 ты себе не можешь позволить права на ошибку, да, ты должен четко рассчитать время, которое ты будешь в пути там, и так далее. Да. Ну, на самом деле, наверное, в каких-то местах это очень важно. Вот, то есть там действительно, если не рассчитать там время, там машина у тебя заглохла или что-то такое, я не знаю. Наверное, действительно это может быть летально. Вот. Но как бы жизнь наша сделана как бы из провалов, неудач и восхождений, поэтому я думаю, что без них никак все равно. То есть надо просто пытаться, пробовать, и слава богу, в бизнесе, в принципе, зачастую есть очень много вариантов, как выйти из различных ситуаций. То есть это очень, это вообще такая креативная профессия, там, бизнесмен, в хорошем смысле, в очень хорошем смысле. Поэтому я думаю, что бояться провалов точно не стоит, надо просто делать. Но всегда и везде важны так называемые точки роста, да? Вот что нужно для того, чтобы якутяне могли свои проекты успешно реализовывать? То есть нужно там кому-то примкнуть, где-то вот найти на этапе, может быть, даже начало стартапа какого-то партнера, либо делать самостоятельно. Ну, как бы можно делать самостоятельно. Я думаю, здесь у всех на самом деле свой путь. То есть это реально зависит просто от жизненного опыта, от того, как сложилась там твоя судьба до этого. Если есть какой-то корпоративный опыт, например, если человек действительно там работал изначально в какой-то компании или работал там топ-менеджером, это тоже хорошо, дает свои какие-то бонусы, бенефиты. Поэтому тут не важно, на самом деле, какая ситуация на данный момент. Вот. И можно либо просто начать свой проект, можно примкнуть к какому-то проекту, например, если нравится идея, если ты понимаешь, что ты можешь вот за эту идею как бы бороться и работать на нее, то можно стать кофаундером. Можно пойти учиться, можно пойти, например, в акселератор. Чем хорошо, я думаю, что в любом случае, чем хороши, например, акселератор, инкубаторы и всякие вот прочие начинания, тем, что они дают просто скорость. То есть ты можешь все равно, конечно, все сделать сам, добиться всего сам, или сама, но ты сэкономишь очень много времени, если ты пойдешь, вот будешь работать с профессионалами, то есть ты какие-то ошибки, конечно, уже сам не сделаешь, у тебя выйдешь на такой fast track. Вот, мы говорим, что, в принципе, основная ценность старта
например, нашего, да, акселератора, это то, что ты нарабатываешь ту базу контактов, которую бы ты за 3 месяца, там, за 3-4 месяца нарабатываешь базу контактов, и вот именно нетворк, и вот поддержку, да, которую бы ты сам нарабатывал, наверное, года 3. И я это по себе знаю. То есть я тоже, когда приезжала, в принципе, я не так много людей знала. И чтобы вот найти тех людей, тех партнеров, которые сейчас у меня есть, у меня ушло несколько лет. И как бы это были очень хорошие года, то есть я не жалею об этом. Но я думаю, что если бы я изначально попала в какую-то программу, вот типа старта или каких-то других программ, наверное, это было бы гораздо интенсивнее сейчас. То есть как бы гораздо быстрее. А нет такого, что люди расслабляются, то есть когда им создают там все условия? Да нет, ну мы же как бы не санаторий. Мы нет, я думаю, что наоборот люди мотивируются, потому что когда у тебя есть комьюнити вот таких единомышленников, и все чем-то горят, и все что-то делают, и вот ты приходишь каждый день там в офис, да, к нам в Space, и ты просто видишь, что люди вот с бешеными горящими глазами там топят за свою идею, там, не знаю, открывают продажи, открывают новые проекты, ты заряжаешься, это вот такой энергетический вампиризм, ну, такой вот комьюнити, такой вампиризм, то есть все друг друга заряжаются, и это очень здорово на самом деле. Я не думаю, что мы прям создаем все условия для отдыха, мы скорее создаем все условия для того, чтобы вот работать. Понятно, спасибо. Есть вопрос от зрителей. Есть ли место в IT-сфере гуманитариям? По образованию я филолог, заканчивала магистратуру, хотела попробовать себя в IT, где бы. А я тоже, кстати, филолог по образованию, вот, поэтому точно есть место в IT. Ну, я, правда, такой смешный, я почти стала программистом, потом ушла в филологию, вот, но в итоге я думаю, что, безусловно, есть, потому что, как я уже говорила, в принципе, в стартапе все делают все изначально, и всегда можно найти то, где ты будешь максимально полезен, как бы максимально эффективен, и самое главное, что тебе нравится, потому что если ты не делаешь то, что тебе нравится, ну, побольше, там 80% работы, там, твоей, то, что тебе нравится, допустим, тогда, скорее всего, это не будет очень успешно. То есть нужно просто найти себя действительно. И в стартапе это сделать максимально просто, потому что как бы обычно очень много возможностей для роста, разные направления можно выбрать. Вот. Филолог, например, очень будет неплох в бездеве, в коммуникациях, то есть в пиаре. Ну вот все, что связано на самом деле с операциями, даже с общением с людьми. То есть здесь очень много возможностей. То есть это не только айтишники и финансисты. А вы много работаете с командами, прокачиваете их. Вот какой из возможных путей наиболее эффективен? То есть какие-то страт-сессии, погружение в процесс, развитие личности или все сразу? Ну здесь как бы все зависит на самом деле от команды и зависит очень сильно от того набора скиллсетов, вот, которые у них есть, потому что мы же, по сути, не делаем за них работу, мы просто даем им недостающие ресурсы. То есть те ресурсы, которые им нужны, чтобы вот максимально эффективно двигаться вперед. У нас даже в акселераторе есть лайф-коуч, потому что многие фаундеры, они приезжают как бы в новый, ну, как бы город, там часто скучают по своим семьям, часто у них там какие-то свои тараканы в голове, они переживают, что-то не получилось, они там не выиграли питч-контест или не продали что-то, и, то есть они начинают очень сильно накручивать себя, поэтому мы там стараемся с ними работать и вот в плане как раз wellness, да, вот поэтому да, тут просто очень важно подобрать правильный ключик к каждой команде, поэтому мы стараемся вот именно кастомизировать сессии. И я думаю, что, конечно, посещение разных мероприятий очень сильно влияет, потому что им надо понять рынок, нужно прочувствовать, где они собираются вот как бы растить свой проект. Поэтому как можно больше общаться с людьми. Вот я всегда всех прошу со всеми перезнакомиться, всегда говорю, вот ты на ивенте, не говори с тем, кого ты уже знаешь, пойди поговори со всеми остальными, просто узнай, потому что никогда не знаешь, откуда будет следующий твой opportunity. Вот. И да, то есть стратегические сессии, они, конечно, тоже очень важны, они у нас есть каждую неделю, и потом уже, основываясь вот на стратегических сессиях, кстати, мы подбираем им команду из коучей и менторов, то есть мы смотрим просто, кто из нашего нетворка, из нашей команды наиболее вот закроет все пробелы в командах. То есть в цифровом мире живое общение тоже важно, да, получается? Да, живое общение с единомышленниками. очень важно. Нет, Да. потому что нет, просто есть же такой стереотип, да, что программист — это такой закрытый человек, который воробушек, социофобушек, интроверт, который сидит там, втыкает свои железки. Такие тоже есть, и это очень хорошо. Просто главное найти для них правильное, вот как бы вот правильное применение, да, не хочу сказать применение, ну как правильные комфортные условия. То есть есть, в принципе, такие даже в акселераторе у нас ребята, которые просто как бы сидят, им все равно нравится быть
около людей, там вокруг людей, но они, ну, возможно, там как бы не очень такие общительные. Но все-таки стартап не сделан из программистов, стартап сделан в основном все-таки из вот таких вот двигателей, там, да, моторчиков, таких людей, которые вот действительно что-то делают. У нас называется хаслеры, то есть такие хаслеры. Вот. А программист — это скорее очень нужное, очень важное дополнение. То есть там CTO хороший, очень многого стоит, но как бы не только один CTO тоже ничего, к сожалению, обычно не сможет сделать сам. Хотя бывают, вот, кстати, бывают CTO гении, которые вот и общительные, и двигатели, при этом еще очень хорошие кодеры там, или очень хорошие девелоперы, поэтому такое тоже бывает. Ну вот вы живете, работаете в Америке. Насколько отличается вообще работа за границей от того, что мы привыкли, к чему привыкли здесь? Есть ли какие-то там особенности, фишки, бонусы? Да, я бы не сказала, что прям очень сильно отличается. Мне кажется, в принципе, вот, ну, особенно там по сравнению с Москвой. Про Якутск я не знаю, к сожалению. Все-таки не так много прям здесь как-то работала. Но вот там по сравнению с Москвой на самом деле не так сильно что-то уже отличается. Мне кажется, потому что во многом мы сейчас все перешли на такие сборные команды, да, то есть у нас там, например, в нашей команде люди по всем странам, там у нас есть люди в Берлине, люди в Торонто, люди на Кипре, в Нью-Йорке, в Москве, то есть очень много разных национальностей там, да, и мне кажется, московские команды, там, московские компании тоже уже многие, у них уже в многих есть иностранные какие-то работники, сотрудники, поэтому тут вся корпоративная культура, бонусы, перки, там еще что-то, это все уже смешалось, и мне кажется, в принципе, прям особенной какой-то разницы, наверное, нет. Ну, то есть, единственное, что нужно уметь управлять вот диверсифицированными командами, то есть нужно понимать как бы разницу культуры определенную, все-таки она есть, правильно формулировать запросы. То есть вот по моему примеру, например, у нас там есть русские в команде, есть американцы. Русским нужно немножко попрямее всегда все говорить. То есть они не обижаются, если ты им говоришь, что что-то плохо, они все переделывают. А как бы с американцами я стараюсь немножко так помягче, говорю там типа, ну вот здесь надо поправить что-то. Ну, они тоже понимают. То есть когда ты просто находишь такой правильный подход, то в принципе я не думаю, что есть какая-то большая разница. Ну вот стартапы — это вообще история, которая только начинается. И это идеи, которым порой не суждено сбыться. То есть сколько вообще, ну вот какой процент, везде же пишут, да, по-разному, там, что 2 из сотни, может быть, выстрелит, там, так далее. Вот, то есть, вот как это на вашем примере, да, сколько выстреливает, сколько не выстреливает? Ну, тут как бы, наверное, надо просто понять слово «выстреливают», потому что все-таки бывают разные стадии. Если мы говорим вот именно стать там юникорном, да, стать единорогом, наверное, там даже меньше, чем 2 из сотни, там, наверное, 1 из 1000. То есть даже, может быть, я даже не знаю, там официальная статистика, она очень такая, ну, небольшая по количеству юникорнов, именно там по количеству стартапов. Но есть стартапы, которые, например, не доходят до этого уровня, но все равно становятся очень успешными компаниями, и стартапы, которые становятся просто хорошими компаниями. И, в принципе, наверное, там статистика тогда будет более приятная, там более хорошая. Около, я думаю, там где-то 10 из 100 компаний чего-то добиваются. Вот моим каким-то вот видением, там, по нашему акселератору у нас сейчас статистика около 70% компаний, как бы, которые мы когда-либо выпустили, они еще как бы работают, оперируют, какие-то из них уже сильно выросли, а какие-то еще не совсем. Вот. Но вот почему вы стали работать именно со стартапами? То есть что вас привлекает? Меня Драйв? как-то вот, да, меня кто-то, видимо, в детстве укусил. То есть меня всегда как-то тянуло на какие-то вот такие заварухи, собственные там начинания, бизнесы. У меня была автостудия там в Москве какое-то время, а потом, когда я уже переехала, я тоже изначально работала сначала в стартапе в сфере маркетинга, а потом у меня был тоже свой стартап, то есть мы как бы, ну, у меня был кофаундер, мы с ним вместе делали проект, и потом я как бы, на самом деле даже не думала, что это называется стартапом, тогда я так не видела этот проект как стартап, но я потом поняла уже, когда мы уже... Что это было, оказывается, Да, стартап. мы уже пару раз там, как бы даже несколько раз там закрывались, открывались, то есть меняли все, и потом я уже поняла, что что-то нужно по ходу учиться чему-то, там, понимать, что происходит, потому что каких-то не хватало явно скиллов. Вот. И вот как-то так я начала больше и больше узнавать про экосистему, мне стало очень интересно. И сейчас как бы это вот моя жизнь, такой уже даже как бы лайфстайл. Это просто очень круто, то есть, потому что ты постоянно общаешься вот с самыми
какими-то инновационными там идеями, там, да, ты с людьми общаешься, которые реально вот их они просто вот горят своими такими начинаниями, это очень заряжает. И я думаю, что на самом деле это вот прям лучшая сфера, в которой можно работать. Какой-нибудь истории успеха своих подопечных поделитесь? Ну, у нас, да, у нас есть довольно успешные компании. У нас вот, ну, как бы я не могу на самом деле разглашать ничего, но вот сейчас будет парочка хороших новостей. Есть компании, которые сейчас активно растут на американском рынке. Есть компании, которые уже были куплены другими американскими компаниями. Вот у нас есть компания, первый наш выход, Exit, да, со второго батча у нас есть компания, которая была выкуплена американской публичной компанией. То есть и сейчас молодой человек, который основатель, он сам стал инвестором, открыл свой фонд. То есть, как бы, мне кажется, это вот хороший такой пример. И мы видим, что, в принципе, многие фаундеры, у нас есть компании, которые к нам приходят там, во второй раз, основатели, потому что первый бизнес уже довольно успешен, то есть, как бы, или его там выкупили, или еще что-то, и вот они хотят запустить новый проект, и, видимо, ценят наши ресурсы и приходят еще раз, и вот потом становятся нашими инвесторами, инвестируют в наши стартапы, там свои какие-то фонды делают, очень здорово. Ну вот, кстати, люди, которые горят какой-то идеей, да, они потом, то есть они потом начинают ее там дальше развивать и так далее, либо вот отпускают, продают и придумывают что-то новое. Каких вот больше? Ну, на самом деле... То есть должен ли ты Да. гореть именно идеей, чтобы воплотить ее сам, или это не обязательно? Должен ты гореть идеей? Ну, наверное, идеей лучше гореть, потому что иначе как бы она... Ну, как бы ты, наверное, не тот человек, который должен начинать этот бизнес, если ты не горишь. Но единственное, что, конечно, здесь нужна такая комбинация. То есть ты должен гореть идеей, но при этом ты должен понимать, что в какой-то момент эта идея просто станет твоей рутиной, и как бы ты должен быть к этому готов. То есть это не будет просто всегда вот какой-то такой магической штукой впереди. Надо будет очень много-много работать. И да, тут, наверное, важно все-таки, чтобы была определенная выдержка у человека, чтобы он мог дойти до какого-то уровня. Но есть еще как бы такая мысль, что на самом деле вот как бы операционщик и основатель все-таки немножко разные типы людей. И если у тебя есть уже довольно большая компания, которая там достигает уровня, ну, там, раунда А, например, да, то есть она уже довольно большая, ну там или следующий раунд, смотря по каким меркам, конечно, мерить, то зачастую как бы меняются фаундеры. Вот если посмотреть на там топовые компании, у многих топовых компаний фаундеры уже не SEO, то есть SEO другие люди. Потому что все-таки построение бизнеса и ведение большого уже бизнеса, там, это разные немножко вещи. И, может быть, даже какие-то вот качества фаундера, они, ну как, не то, что, может быть, мешают, но в том, ну, и как бы плюс еще они теряются, то есть их можно вот использовать на создание новых каких-то проектов, запуск инициатив. Мы часто видим, что вот SEO каких-то больших компаний, они запускают очень много разных инициатив, а операционщики на самом деле уже там другие в этой компании. Вот по типу того же Илона Маска, то есть он там на каждую свою компанию тратит по несколько часов в неделю. Явно, что там, ну, как бы есть люди, которые помогают настроить свою операционку, а он запускает новые проекты. Вот такой классический визионер. Расскажите подробнее о программе старта. Вот как вы туда пришли? Да, про старт рассказать. Ну, смотрите, да, то есть у нас получается сейчас такая венчурная экосистема, на самом деле есть. У нас есть фонд, у нас есть программа акселерационная в Нью-Йорке, у нас есть в Берлине сейчас еще мы открыли коворкинг и будем там тоже запускать, начиная с февраля, программу. Плюс у нас есть школа для предпринимателей без стартапа, которые хотят сделать свой стартап, называется School of C. То есть там CTO, CEO, CMO. Тоже этой инициативе около у нас года получается. Ну, и там есть еще другие тоже проекты, которые мы сейчас запускаем. И вот все эти ресурсы как бы мы, получается, делим вот между нашим комьюнити, нашим нетворком, экосистемой. Конкретно про программу в Нью-Йорке, это трехмесячная программа, куда мы приглашаем фаундеров из разных стран. То есть мы на самом деле начинали с русскоязычных фаундеров. Наш первый батч был весь русскоязычный, весь из России. А сейчас мы уже работаем там со странами, ну, наверное, мы уже, мне кажется, с каждым континентом у нас уже есть какие-то компании. То есть у нас сейчас в этом батче были австралийцы, африканцы, европейцы и русские тоже, конечно же, были.
латиноамериканцы тоже. Вот. То есть мы приглашаем интернациональных фаундеров, они приезжают в Нью-Йорк на 3 месяца, там 3,5 получается, и за 3,5 месяца мы с ними проходим вот весь путь, начиная от позиционирования их продукта, да, то есть у них уже есть у всех продукт, это не idea stage, зачастую у них есть уже продажи на их локальном рынке, или даже, может быть, уже в США есть продажи, но они вот хотят их и более эффективно, быстрее заскейлить. И, соответственно, мы помогаем, и мы проходим весь путь вот от позиционирования до, там, может быть, переработки, перепаковки продукта, начала продаж, запуска продаж. И потом последняя часть у нас про фандрейзинг обычно. То есть мы стараемся привлечь наибольшее количество инвесторов, познакомить их, научить наших фаундеров, ну, вот, банально там рассказывать про свой продукт инвестору, подготовить все нужные документы и там делаем какие-то знакомства дальше с фондами и уже поддерживаем после выпуска тоже. То есть мы на самом деле, ну как я это вот понимаю, ну, вернее как, по моему опыту там где-то 80% нашей, ну моей там личной работы, например, это работа с выпускниками, уже даже не с основателями, а с теми, кто сейчас вот после акселератора, там не знаю, движется дальше, им все равно нужна поддержка, мы все равно поддерживаем. Ну, то есть это все-таки прокачка уже работающих идей, да, получается? Уже, ну, да. работающего бизнеса уже. Ну, да, то есть, ну, как бы у нас бывает очень ранние стадии тоже. Тогда мы просто ориентируемся уже вот на, да, насколько идеи. На этапе идей. Ну, идея сама по себе ничего не стоит. То есть, Вот я да, хотела идея про ничего это по себе спросить. сама не стоит, но когда совсем ранняя стадия, мы смотрим тогда на комбинацию каких-то определенных вещей. То есть, есть, да, идея, конечно, вот идея, насколько эта идея зайдет, как нам кажется, да, на нашем, вот, на нашем рынке, и плюс еще на команду. То есть вот команда — это очень важно на самом деле. На ранних стадиях там, кроме команды, часто вообще ничего и нету. Даже если какой-то продукт уже есть, он там спилен на коленке, и его надо будет все равно переделать 10 раз. Вот. А вот те люди, которые двигают проект, они действительно очень важны. И мы всегда делаем вот именно ассессмент первый по такой даже психологической вот составляющей команды, насколько они хорошо вместе работают, какой у них бэкграунд, какая у них мотивация, это очень важно, какая именно мотивация, зачем это вообще им надо, и насколько они смогут в дальнейшем поддерживать проект. То есть люди важнее, чем идея, да? 100%. Да. А отличаются ли чем-то вот наши стартаперы, с которыми, которых вы наблюдали, да, и те, с которыми вам приходилось уже работать? Отличаются, да. Ну, наверное, я не могу сказать, что прям отличаются вот именно стартаперы, скорее отличается инфраструктура. То есть, да, если мы посмотрим на там, американские стартапы, там по официальной статистике, я сейчас не помню прям совсем точных цифр, но около 50-60% стартапов, они либо основаны иммигрантами, там, да, либо у них в кофаундерах есть иммигрант. То есть, как бы, вот, ну, если посмотреть на большинство стартапов там, которые там, сейчас мы общаемся, да, у них тоже там все откуда-то. То есть я не думаю, что здесь именно в людях дело, скорее просто в уровне подготовки и доступности ресурсов. И вот как раз наши партнеры Executive Ventures, да, они в этом плане большие молодцы, потому что я помню, что там 5 лет, ну там сколько, 3 года назад, да, что было, может быть, даже уже 4. И как бы насколько это сейчас все прокачалось и выросло. То есть вот я приехала сюда, я вижу, мы были тут в IT-парке, в технопарке, где только не были, все обходили. Вот. И я просто вижу, что действительно инфраструктура, она появляется, она, наверное, будет расти. И это очень здорово. То есть появляются какие-то обучающие программы. И да, это здорово. То есть как бы я думаю, что если это будет дальше так развиваться, то, наверное, разница совсем как бы сотрется. Но единственное, что еще можно добавить, все-таки, наверное, есть, конечно, определенные такие разницы менталитета немножко, потому что если мы просто будем, ну, если совсем сравнивать, да, то, например, все-таки американцы немножко лучше в продажах, но это просто вот как выстроено так. То есть потому что там, начиная с самого детства, ты в школе что-то продаешь, у тебя есть какие-то шоу-кейсы, ты что-то приходишь, рассказываешь, там какую-то книгу прочитал, там какой-то проект построил, еще что-то. У тебя вот такой, кажется, ты питчишь, короче, прям с детства. И поэтому они очень хорошо и себя продают, и очень хорошо и, ну, продукт свой там могут продать. А у русских вот
по моим наблюдениям, наоборот, есть какая-то такая, ну, как застенчивость, что ли. То есть они считают, что вот как бы что-то там не впихиваешь, что-то втираешь. Ну, то есть это вот Да. культура самопрезентации, которая у американцев, получается, с детства впитана, Да, да, да. А у нас же принято стесняться немножко. Вот да, то есть даже когда про себя рассказываешь, люди стесняются что-то рассказать про какие-то свои достижения. Обычно все такие, ну, там, типа не хвастаемся, да. А там наоборот, там как бы к тебе подойдет там, ну, первое, что человек тебе будет рассказывать, свои достижения, какой он молодец. И это как бы не считается, что он хвастается. Это просто вот он тебе как бы говорит, чем он тебе может помочь. Вот у нас есть такие, у нас была такая история, когда у нас один стартап возмутился немножко, потому что был спикер, который там типа первые 20 минут просто рассказывал про свой бэкграунд. То есть, ну, у нас все, в принципе, так делают, но вот именно этот стартап почему-то возмутился. И говорит, что типа, я что сюда пришел, какой-то инфобизнесмен, типа, мне рассказывает про свой бэкграунд, почему он не говорит мне что-то еще, почему он про себя говорит. Но мне кажется, в этом основная ценность, потому что он тебе говорит, по сути, все, с чем ты потом к нему можешь обратиться. То есть, с чем он тебе может помочь, какой у него опыт, да, вот, то есть, вот, пожалуйста, типа, открытая книга, смотри, я могу то, могу это, могу то, могу это. И как бы это очень круто. И вот мы свои стартапы тоже на самом деле учим этому, чтобы они могли не только про свой проект рассказать, но и про себя тоже как бы давать какие-то, ну, как бы network pitch такой, то есть, да, и рассказывать людям, чем они, чего они достигли, какие они молодцы, чтобы люди потом могли к ним прийти, ну, с вопросами, за помощью, как-то законнектиться, вот, как-то так. То есть это важно все-таки. Ну, давайте вернемся к вопросу о Якутии и IT. Вот, на ваш взгляд, как все-таки, почему так получилось, почему в такой отдаленной республике у нас тут действительно и транспортная разобщенность до сих пор, да, и расстояния огромные, и вроде бы условия не самые располагающие, почему вот тут Да. смогла появиться такая инновационная экосистема? Ну, я не думаю, что транспортная разобщенность что-то имеет вообще общее как бы сейчас с IT, с инфраструктурой, потому что на самом деле что нужно? Нужен интернет, и нужны люди, и нужна мотивация. Вот как бы и всегда, мне кажется, все вот такие вот нации, которые попадали в ну, такие, может быть, какие-то не самые там комфортные условия, они наоборот как-то их-то мотивируют. То есть они должны как бы сделать у себя хорошо. Они хотят у себя сделать хорошо, потому что это их дом, и как бы нужно вот как-то улучшать условия. Поэтому, мне кажется, наоборот, это мотивирует. Вот, и как бы транспорт, ну, слава богу, есть интернет, сейчас это уже не влияет. Ну и плюс, конечно, есть просто определенные люди, вот, с которыми мы общались, которые действительно хотят это сделать. То есть вот у них глаза горят здесь, они хотят сделать здесь хорошую IT, там, инфраструктуру, хотят вот сделать экосистему венчурную, да, и вот я думаю, что во многом это и тоже их как бы заслуга, то, что они смогли такое построить, и, надеюсь, будут расти. А для вас есть какой-то пример, вот, кто для вас мотиватор, Ой, вы знаете, на самом деле... кто вас вдохновляет? Да, у меня вот такой как бы сложный вопрос для меня, потому что я с детства как бы не очень любила вот всю эту культуру, типа там идолов каких-то, еще что-то. Вот. И, наверное, вот прям какого-то такого мотиватора у меня нету, но последнее время я стала очень много читать биографий. Потому что мне стало очень интересно узнавать про, ну, как бы там пути жизни различных людей. Вот, то есть там, не знаю, я читала, вот из последнего я прочитала там биографию Арнольда Шварценеггера, и для меня тоже это было большим таким, ну, открытием, то есть потому что я не знала, насколько человек был, насколько у него был сильный предпринимательский дух, ну, сейчас там есть, да, то есть он не только там актер, как мы привыкли думать, а еще и там мэр Калифорнии, губернатор Калифорнии, он как бы еще и там построил несколько бизнесов, он еще был инвестором там во многие проекты, да, и в землю, то есть он просто вот очень много всего делал, и, соответственно, там очень такая честная книжка, то есть прям очень интересно читать. Ну вот как бы вот такие вот книги сейчас меня очень вдохновляют. Но я не могу сказать, что Арнольд Шварценеггер — это мой мотиватор, и просто было интересно узнать про его жизнь. Вот, Ну, поэтому, да. Понятно. Но уже скоро Новый год, поэтому мой последний вопрос. Какое бы вы хотели загадать желание? Так желание, если загадать, оно же, если сказать, оно же не сбудется. Ну, а если сказать нашим зрителям, они мысленно помогут ему сбыться. Ну или что бы вы хотели пожелать якутянам? Давайте Хороший так. такой вопрос, да. Ну, во-первых, я хотела пожелать хорошего Нового года, чтобы их желания, во-первых, сбылись, то есть не только, наверное, мое. Вот. Хотела пожелать бы, чтобы в этом году, возможно, я слышала, там были какие-то прошлым летом
Пожары были. Пожары, да, пожары. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы этого больше не повторилось, чтобы мы сейчас как бы эту ситуацию исправили. Вот, ну и чтобы, я не знаю, чтобы просто город продолжал развиваться, потому что действительно очень здорово. Я здесь первый раз, мне очень понравилось, столько всего. И мне кажется, это может быть просто там туристическим центром вообще там Сибири. То есть Сибирь — это такое слово красивое. Вот надо как-то вот развивать это дело, да, вот северная вообще эта тема очень крутая. Я надеюсь, что в следующем году я приеду, здесь будет еще там больше каких-то туристических, не знаю, туристов, потому что где туристы, должно быть больше. Вот, и как бы, да, чтобы город развивался дальше. Спасибо вам большое Спасибо за вам. интересную беседу. Уверена, что все ваши идеи и задумки воплотятся в жизнь. Желаю успехов во всех начинаниях. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.